и правила барыдарға. Так, таңғы эфир. Так, екі кіші эфирде да поделиться алып қойсаңыздар. Марат Молдалиев, ассаламу алейкум. Да, кішілер болса қосылып беріңіздер. Бүгінгі тема орысшасынан болады. Ошон үчүн кап этпегиле, анткени биякта кээ иштин жагдайы боюнча орус жарандар, алар угуш керек. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. А теперь, уважаемые друзья, уважаемые фейсбукчане, этот эфир я специально веду на русском языке, так как одна из сторон является по данному уголовному делу, является русскоязычным населением. Алейкум ассалам. Значит, ситуация так. Мы все были свидетелями того, как в январе месяце, январь-февраль месяц, одна девушка выставляла в соцсетях, а так выходила на Акипресс с тем, чтобы привлечь к уголовной ответственности одного паренька, который подсел к ним в ихнюю компанию, был в очень незаурядном пьяном состоянии, а потом еще вдобавок, когда девушки не согласились с ним пойти к ним домой, он ее избил. Видео я буду выкладывать, теперь буду я выкладывать, и буду это видео выкладывая, буду комментировать каждое видео. Но меня удивляет не это, меня удивляет совсем другое. Возбуждено уголовное дело по первому эпизоду, где девушка является потерпевшей, а Исаков, вот этот паренек, является обвиняемым. То это дело было еще в январе, дело полностью находилось в следствии, было предъявлено обвинение, и дело направлено в Первомайский районный суд на рассмотрение. Что самое интересное в этом деле, то через 3 месяца следователь Шакибаева с 5-го ГОМ Первомайского района возбуждает уголовное дело, где девушка, наоборот, становится обвиняемой, а тот парень, который избил, становится потерпевшим. Интересно, через 3 месяца. Я понимаю, они все говорят, что состав преступления там есть то-то. Но есть норма статей для этой Шакибаевой, для Первомайского районного, Первомайского РОВД. Я могу объяснить, что в случае, когда дело расследуется по заявлению одной из сторон, то если вдруг из части второй, то есть вторая сторона, которая не является заявителем, подала этот, тоже увиден умысел преступления, состав преступления, то тогда следователь имеет полное юридическое право на возбуждение уголовного дела. Также и в этой части по возбуждению уголовного дела, самовольно может возбудить уголовное дело и дать юридическую оценку действиям второй стороны. Но интересная вещь получается, когда дело по первому возбужденному, по заявлению этой девушки, дело это пришло в Первомайский районный суд, то с девушки начали требовать встречное заявление. Ай, еркексің бе? Жігіт Исаков там, или как там тебя? Жигит болғаннан просто подойди, кечіріп қой, туда-сюда, пьяный был. Нет же, сиди сейчас, доказываешь через свою сестру какую-то, вот, которая также является следователем Первомайского района, РОВД Первомайского района. И через Джипаризу вы возбуждаете второе уголовное дело после 3 месяцев. Для чего вы возбуждаете уголовное дело? По заявлению якобы Исакова. А теперь встает вопрос, уважаемые, как вы не могли, следователи, сразу возбудить уголовное дело и тогда на том
тогда еще дать юридическую оценку действиям девушки. В таком случае. Но вы это возбудили только для того, чтобы, пугая ее, и что вы сейчас и делаете, пугая ее, вы ее пугая, хотите именно взять встречное заявление, чтобы по 280 части 1 дело прекратить. Я об этом сегодня вечером в прямом эфире по нашему проекту «За миром Джошуа» мы обсудим этот эпизод. А тем более я покажу все моменты и фрагменты данного дела, полученные адвокатским запросом. И тогда, если у вас была только та нарезка, я полностью получил все видеофайлы. От начала до конца я получил полный пакет видеофайлов, в котором действия девушки никак не подлежат хулиганке части 1. И для чего возбуждается уголовное дело? Для чего возбуждается уголовное дело? Только для того, чтобы получить встречное заявление. Я считаю и логически прохожу к той мысли, что данное уголовное дело возбуждено незаконно. И за возбуждение, незаконного возбуждения уголовного дела в отношении потерпевшей стороны, я думаю, следственные органы прокуратуры, надзорный орган прокуратуры, ГКНБ, я так думаю, все-таки проверят этого бога 5-го ГОМ, следователя Шакенова и следователя Джипаризу. Джипариза является сестрой этого парня, который избил. Да вы лучше пойдите и извинитесь, и тогда получите. 280-я часть 1, это небольшой тяжесть. По встречному заявлению прекращается. А вы берете, возбуждаете уголовное дело и хотите заставить ее, чтобы она извинилась перед вами. Не получится, ребят. Я хотел бы попросить заместителя начальника Первомайского РОВД. Я хотел попросить начальника Первомайского РОВД Тюкебаевича. И ним. Она у тебя была. Это благодаря тебе возбудили уголовное дело, когда она начала тебе плакать и показывать основания. Но дальше действия интересные идут. Алмаз Кадырджанович, у вас тоже. Вы сейчас станете на защиту своих сотрудников, но я вас уверяю, защита ваших сотрудников, она не даст никакого эффекта, я вам отвечаю. Я буду во все колокола, надо будет, я дойду до генерального прокурора, надо будет, я везде дойду, но я докажу о том, что это незаконно возбужденное уголовное дело. Прокурору Первомайской районной прокуратуры я вас просил бы надзорно проверить и проверить также своего сотрудника, который утвердил возбуждение уголовного дела в отношении этой девушки. Девушка сама пострадала, по голове получила, все это самое, а потом еще и она оказалась виноватой. Вы что делаете, мужики? Какой зампрокурор это утвердил? Вы думаете, я на этом остановлюсь? Нет, я не остановлюсь, я это буду доказывать. И девушку, вот эта Шакенова, следователь с Первомайского 5-го ГОМ, она прям, я тебя посажу, то все. Девушка, следователь, немножко сбавьте свои обороты. Вы сами незаконно возбудили уголовное дело с целью получить встречное заявление для того, чтобы угодить тому парню, который сейчас дело в суде. Это незаконно возбужденное уголовное дело, это злоупотребление. И вы за это должны ответить, и вам должны дать юридическую оценку вашим действиям. И в конце концов освободить вас от занимаемой должности и привлечь вас к уголовной ответственности. Что я и сделаю. Я все постараюсь сделать. Министр внутренних дел Улан Умович. Улан, и ним.
Что за беспредел творится у тебя в МВД? Я об этом все время говорю. Ты вообще можешь наладить структурную работу следственных органов? Господин Аширхаджаев, я вас очень просил бы тоже просмотреть это дело. Улан Умокович, я бы тоже вас просил бы. Как через 3 месяца возбуждают уголовное дело для того, чтобы прикрыть первое уголовное дело с целью получения встречного заявления. Я против вас ничего не имею. Вы знаете. Я очень уважаю Аширхаджаева. Я очень уважаю Улана. Но в ваших структурах творится полный беспредел. Вы там говорите, что вы там проводите коллегии, собрания, то, все там поощряете. А в реальности фигня полная. Вы не можете справиться со своими должностными полномочиями. Если ваш простой следователь идет на возбуждение уголовного дела ради того, чтобы получить встречное заявление, для того, чтобы вытащить братишку одного следователя. Классно. Закон где? Уголовный кодекс где? УПК где? В конце концов, Конституция соблюдается или нет? Вы что творите? Я никогда к Первомайскому РОВД никогда не имел никаких претензий. Я всегда имел претензии к Первомайскому суду. А теперь, получается, Первомайскому суду и иметь не надо. Оказывается, все было где-то в Первомайском РОВД. Уважаемый Улан Умокович, уважаемый заместитель министра Аширхаджаев, который курирует следствие, я вас очень прошу, и настоятельно требую, потому что я не успокоюсь с этим. Я буду каждый день выходить в эфир по полчаса и буду каждый день говорить о том, что идет преступление самим следователем. Разберитесь, пожалуйста, освободите ее с должности и пускай понесут наказание те лица, которые незаконно возбуждают уголовное дело. Сотрудники органов ГКНБ. Я вам всегда говорю, не надо следователя или судью искать и ждать по взятке. Не надо. Просто посмотрите по возбужденным делам, посмотрите по судьях, по вынесенным приговорам. И все. Это делается не для того, чтобы мы там кого-то закрыли или прикрыли. Мы это делаем для того, чтобы следствие в конце-то концов научилось. А беспредел творится. По факту приносим в Первомайский же РОВД, приносим по факту дело, где мы показываем, что вот 78 тысяч долларов украли, вот обманули, там это дело, возбудите уголовное дело. Там не возбуждают, отменяют, что приходится жаловаться в прокуратуру, прокуратура опять отправляет. Просим рассмотреть другое дело. А здесь, видишь ли, родственные связи, друзья, и это следователь Джипариза, оказывается, сестрой этого парня. Да, МВД говорит, РОВД говорит, мы ее отстранили. Да отстранили-то это ерунда. Вы же понимаете. Что творится в следствии, это я всегда об этом говорил. Я не имею против ни одного следователя. Я просто это хочу сделать только для того, чтобы следователи в конце-то концов научились работать. Я не хотел, я просил пятницу, субботу, воскресенье, я просил всех тех моих знакомых, я просил, я не буду выходить в эфир, но исправьте данную ошибку. Сегодня 9:30. Ошибка не то, что исправлена, но наоборот, это девушки звонят, следователи, ты, говорит, сука, вот что за дела? Приди, не то я тебя посажу. Следователи, вы что себе позволяете? Имейте совесть. Если вы хотите защитить честь мундира, защищайте. Я защищать буду эту девушку. И я защищу эту девушку. И я докажу вам всем, в суде, где бы то ни было, я докажу, что дело было незаконно возбуждено. То дело, пускай найдет. Там небольшой срок, там максимум пробация будет.
Но вот этот парень, который избил, который сегодняшним вечером я буду все это выставлять. Вы это все видели. Я это все опять буду выставлять. И вы увидите, как этот парень герой. Герой. Эркек емессің сен, қызды сабаған. Прям положил его, момды соқтып атасың. Если пьете, умейте пить. Да, Расулджан Абдрахманов, вы правильно говорите. Без телефонного звонка сверху ничего не решится. Я, в принципе, знаю, кто за этим делом стоит. Я знаю, кто за этим делом стоит. Я знаю, кто дает команду. Но это вопрос другой. Я буду озвучивать фамилии. Для меня разницы нет. Я буду озвучивать фамилии из Белого дома, и с любого. Вы меня знаете хорошо. Я озвучу, я скажу. И мне по барабану. Так что, я так думаю, прокурор Первомайского района все-таки возьмет под контроль. Это большая просьба к вам, уважаемый прокурор. И большая просьба к руководству МВД. И очень сильно взять это на контроль. Все вы мой телефон, номера знаете. Я прошу вас по результатам мне отзвониться. Если не будет никаких результатов, я тогда буду дальше шуметь. Сегодня я вытащу все. Сегодня я вытащу все и скажу, на каком основании следователь, где следователь нашел состав преступления у этой девушки спустя 3 месяца. На этом прямой эфир закончен. Ассаламу алейкум. Жашаңыздар, аман болыңыздар.